Parlament a'zolari Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 31 октября подписал закон о внесении в Уголовный кодекс и Кодекс об административной ответственности изменений и дополнений, сообщает пресс-служба Минюста Республики. Demek qonun loyihasi, ya'ni O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi qonun loyihasini bugungi yalpi yig'ilishida ko'rib chiqish kengash a'zolari tomonidan taqdim etilgan. Изменения, в частности, предусматривают штрафы и административный арест за пропаганду сожительства с двумя и более женщинами, распространение соответствующих взглядов, идей или призывов, а также поощрение таких действий. За все это теперь предусмотрено наказание в виде штрафа в размере 15-30 БРВ. Базовая расчетная величина, равная 330 тысячам сумов или $27. То есть указанный размер БРВ составит от 4,95 миллиона до 9,9 миллиона сумов, эквивалент $406-811, либо административного ареста на срок до 15 суток. Shaxsni identifikatsiya qilish imkonini bermaydigan darajaga yuzini to'sgan holda yuradigan bo'lsa, bunga ham demak ma'muriy javobgarlik belgilanyapti. Аналогичный размер штрафа грозит за совершение религиозного обряда бракосочетания никах между людьми, чей брак не зарегистрирован в установленном законом порядке, в том числе с человеком, не достигшим брачного возраста. За нахождение в общественных местах с закрытым лицом в степени, не позволяющей идентифицировать личность, то есть в никабе, теперь также налагается штраф в размере от 10 до 15 БРВ. Tashqarida yarim yalang'och o'z erkaklar ayol sifat bo'lib ketayotgan holatni taqiqlamasdan, avratini yopgan, o'zini boshqa nomahramlardan himoya qilgan muslimalarga qarshi islom musulmonlikni da'vo qilayotgan davlatda mana bunday taqiqlar chiqishligi ajablanarli holat. Напомним, что поправки в Кодекс поведения в общественных местах были приняты 8 сентября Оли Маджлисом Республики Узбекистан. Сразу после этого в стране начали проводиться рейды на магазины с исламской атрибутикой и литературой, а также на некоторые заведения общепита. Кроме того, на рынках прошли рейды по выявлению мужчин с бородами. Terrorizmga qarshi kurashma, xullas nimadandir ekanlar. Yaxshi eslab qolmadim, to'g'risini aytsam, tushuntirishdi, halol so'zini ishlatish mumkin emas ekan. Также сотрудники службы госбезопасности СГБ устроили рейды по частным образовательным учреждениям, специализирующимся на обучении языков. От руководства практически всех частных учебных центров Ташкента потребовали либо убрать курсы арабского языка, либо повысить цены на курсы арабского языка. Силовиками были заявлены требования для дальнейшего функционирования частных учебных центров. Носящие бороды сотрудники учебных центров должны сбрить бороды. Мальчики и девочки обязаны обучаться в смешанных классах, а ученицы в хиджабах должны повязать платки назад. 13 maktab binosida rus tili fani imtihon bo'lyapti. Ushbu imtihonga ro'molli, ya'ni hijob o'ragan qizlar kiritilmayapti. Ularga qarshi zulm o'tkaziladi. Mana ko'rib turganingizdek, imtihondan chiqarib yuborilgan. Наблюдатель отмечает, что такое изменение политики режима в отношении ислама нельзя назвать резким или внезапным. На протяжении последних 2 лет периодически проводились рейды по задержанию мужчин с бородой. В отношении женщин в исламском одеянии местные власти вели так называемые профилактические беседы, а в учебных заведениях были запрещены хиджабы. Таким образом, режим прощупывал реакцию населения, прежде чем сделать следующий шаг. Kiyim kiyinishlik madaniyatida ham haddimizdan oshyapmiz. Islom dini deganda, musulmonchilik deganda ma'lum bir kiyimni kiyishlik kerak, ma'lum bir ko'rinishda bo'lish kerak degan tasavvur.